19 апреля Башкан Гагаузии встретился с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова Анатолием Шалару, который посетил Гагаузию с рабочим визитом. На встрече были обсуждены ряд вопросов и проблем, связанных с дорогами. Башкан выделил самые основные. Мы бы просили поддержки у Министерства транспорта, чтобы была заказана проектная документация на те населенные пункты, которые не имеют дороги с твердым покрытием с общереспубликанскими трассами. Получается, что если сильные дожди, особенно это касается осенью и весной, то между рядом населенных пунктов практически невозможно проехать на легковом автомобиле. В Гагаузии около 135 километров дорог с грунтовым покрытием, которые связывают населенные пункты с общереспубликанскими дорогами. Анатолий Шалару подчеркнул, что проектирование дорог является приоритетным направлением, и в Гагаузии будут выделены необходимые проекты. Мы обращаем очень большое внимание именно проектированию, потому что если не будет проектов, то не будет и денег. Мы в 2010 году сэкономили $1,5 миллиона и объявили международный тендер на проектирование 700 километров центральных дорог. Поэтому у нас сейчас есть проекты, мы получили деньги на реабилитацию 700 километров центральных дорог. Без проектов нет денег и нет строительства. Также был проведен тендер на строительство и реабилитацию дорог участка Камрат-Чумай длиной в 54 километра. До конца месяца румынская компания подпишет контракт на выполнение работ. Турецкая фирма, которая выиграла тендер, она отказалась подписать контракт. Они потеряли 400 тысяч евро, которые выставили в качестве гарантии. И они больше к нам не пришли. И банк, который финансирует строительство этой дороги, они предложили второй компании, которая была уже в списке. Это румынская компания ПАКО, которая строит дорогу Бельц-Сенджерей. И до конца месяца, апреля, подпишется контракт. В этом году начинается строительство. Вскоре также будет объявлен тендер на строительство объездных дорог Чумай, Вулканешты, Джорджулешты.